Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что вот-вот случится с вами? Что случится в вашей жизни? На пороге каких судьбоносных событий вы сейчас стоите? Загадайте, пожалуйста, на себя и на самые-самые ближайшие события. Давайте вместе посмотрим, что ждет, что будет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют то, что сейчас я раскрыла, то, о чем вы захотите узнать. Так, мои хорошие, вы все у меня разные, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, мои хорошие, ну давайте пойдем по порядку. Начнем с встречи. Здесь встреча судьбоносная, непростая. У кого-то будет встреча с уже знакомым человеком, но кого вы давно не видели, либо с кем вы тесно не общались. А у других отыграется как и знакомство, да? Новое знакомство с очень серьезными последствиями для вас. Здесь люди друг другу руки пожимают. Корабль как символ вашей жизни. И человек, который помогает этот корабль как выровнять, наверное, да? Тут кренится корабль, а этот человек помогает выровнять. Судьбоносный человек идет. Судьбоносный, либо человек ключевой в вашей жизни, в вашей судьбе. У кого-то отыграется, что это тот самый, та самая, с кем вы свяжете свою жизнь и судьбу, с кем будет союз, брак, дети, долгая и счастливая жизнь вдвоем. А у кого-то отыграется, что человек, который способен действительно для вас многое сделать, многое вам дать, какие-то ваши самые сложные, самые тугие вопросы, проблемы порешать. Может быть, даже как быть движущей силой на пути к вашему исполнению, к вашим желаниям, к вашим мечтам. Да? Человек вас может подтолкнуть. Либо благодаря этому человеку вы можете обрести то, что давно хотели, мечтали, просили у небес. Вот встреча прям совсем тут рядом, близко. Человек, который самими небесами для вас послан, для того, чтобы вам помогать, либо любить вас, ну и делать вас счастливой. У вас с этим человеком сначала идет тройка, потом восьмерка, но потом идет у кого-то двойка, а у кого-то назад в тройку откатывается. То есть тройка — это знакомство, общение, сотрудничество, восьмерка — это работа, деятельность, активность, ну и двойка — это союз. Тройка я уже сказала, да, кто-то воспользуется возможностью и судьбу свою с этим человеком устроит, а у других отыграется, что вы потом на протяжении всей жизни будете общаться, дружить, друг другу помогать. То есть, ну, достаточно серьезный человек, очень серьезный. Дальше, с левой стороны. Говорят, что уже горы двигаются, но вы пока этого не видите, либо этот процесс, он какой-то подземный, его не видно. Горы начинают двигаться. Горы — это проблемы, это те сложности, с которыми вы столкнулись. Они начинают двигаться, шататься. Знаете, вот когда землетрясение, вот эта вибрация идет, кажется, что горы двигаются. Вот и у вас так происходит, только вы пока этого не видите и не замечаете. Здесь пошел отсчет именно на часы. На часы, потом на минуты, потом на секунды. Здесь какие-то ваши проблемы будут решаться. Причем вот как-то одна за одной, одна за одной. И у многих отыграется, что вы практически ничего и не делаете. Либо вы уже все сделали, подготовили, либо все происходит как само собой, само по себе. А вы лишь только результат получаете. Но горы двигаются. Здесь не одна гора, здесь такой горный массив у нас целый.
Здесь проблемы решаются, будут решаться. Уже что-то происходит, но вы не видите. Дальше будет больше. Отчет пошел на часы. Не на дни, не на месяца, а именно на часы. Вот, то есть скорое событие, решение важных проблем, причем у кого-то даже без его участия. Да, само собой все решится, грубо говоря. Еще. Вот-вот вы узнаете имя того, кто вам вредит, кто вам мешает, кто строит вам козни, кто творит магию, кто порчу наводит, кто клевещет, кто обвиняет, кто подножки вам ставит, кто в спину толкает. Знаете, вы все разные. Здесь явно речь идет о вашем враге. Враг скрытый, да? Вы, может быть, что-то чувствуете и думаете, ну не может же быть просто так, у меня столько проблем. Причем проблемы, вот они повсеместно, отовсюду, и со всех щелей лезут. Вот, что-то со мной не так, что-то во мне не так. Может быть, там подозреваете, что у вас судьба такая тяжелая, что вы вот как фатал какой-то поймали на себя. А окажется, что есть враг, который прям не спит, не ест, и день и ночь творит зло для вас в вашу сторону. Узнаете и имя, и причину, почему этот человек этим занимается, и узнаете способ, как с этим человеком бороться, как этого человека обезвредить. Третье, самое главное, самое важное. Способ, я так понимаю, радикальный. Ни о чем не думайте и относитесь к этому способу так. Этот человек вас не жалел, ни вас, ни ваших близких, детей ваших не пожалел. Да, человек хотел вас просто стереть, да, стереть, уничтожить. Человек вас не жалел, и вы не жалеете. И вы не жалеете. Способ есть избавиться, избавляйтесь. Нейтрализуйте этого человека. Но вы этому человеку ничего не сделали. Плохого не сделали. Вот поэтому вам небеса и позволяют узнать, кто вам мешает. Как только узнаете, способ решения получите, приступайте, берите и делайте, и ни о чем дурном не думайте. Вы себя защищаете, вы защищаете свою жизнь, вы защищаете свое будущее, семью свою защищаете, детей защищаете. Можно, делайте. Небеса откроют, и кто делал, и за что, и зачем, и как от этого избавиться. И вы, пожалуйста, этим воспользуйтесь. Как откроют, я не могу сказать, вы все слишком разные. Но вижу, что точно узнаете, прям четко узнаете. Так, смотрите, видите, здесь у нас какой-то туфель на высоком каблуке. Туфли на каблуке — это к перемене в жизни. Причем в личном перемена идет. Возможно, с этим мужчиной, которого здесь показали, человеком, да? И также, возможно, перемена именно статуса вашего. То есть, грубо говоря, вы сейчас с кем-то общаетесь, встречаетесь, человек, например, не ваш, но вы числитесь, как будто бы вы в паре. Да? Может быть, вы порвете с кем-то отношения, связь ради того, чтобы и свободу обрести, и действительно найти нормального человека для нормальных отношений. Может быть, вы порвете связь из-за того, что вы тут встретите нового человека. А может быть, вы как раз-таки ответите на предложение этого человека, да, и опять же поменяете свою жизнь. Но здесь крутая перемена, потому что каблук очень высокий, и носок туфля смотрит влево. То есть очень неожиданная и крутая перемена в личном. Дальше. Радуга над вашим домом. Это хорошее событие, это приятные, добрые новости. Кстати, еще по радуге возвращение может быть кого-то, либо ваше возвращение домой. Хорошее событие с левой стороны. То, чего не ждешь, то, на что не надеешься, во что не веришь, вот очень неожиданно придет. Радуга над вашим домом. Еще, кстати, радугами показывают примирение. Да? Радуга — это все-таки мост. Мост — это к союзу, к миру между людьми. Да? Если взойти на мост, то обязательно помиритесь. Вот, радуга над вашим домом. Может быть, даже не вы с кем-то ссорились. Может быть, ваши близкие с друг другом поссорились, а вот по радуге они помирятся. И все будет очень хорошо, замечательно и славно. Дальше. Я вижу, что вы какой-то урожай будете собирать. Причем
Как-то это неожиданно произойдет. Может быть, вы позабыли о чем-то, либо уже на что-то не надеетесь. Вижу, что серп возьмете и будете собирать урожай. Много соберете, неожиданно много. И будет вам приятно, будет вам хорошо. Короткое имя из 3 букв. Не могу прочитать, что, не показано. Но либо слишком разные будут имена. Вот 3 буквы, имя из 3 букв. Вот этот человек в вашей жизни вот прям ворвется в вашу жизнь и с собой вместе большую радость вам принесет. Имя короткое, 3 буквы в этом имени. Человек уже на подходе, человек вот-вот появится, большую радость с собой принесет. Здесь даже не появление этого человека, а то, что человек с собой несет, вот с собой несет большую радость. Этот человек станет источником вашей радости, либо то, что он принесет, станет источником вашей радости. Здесь и ситуация поменяется, настроение у вас поменяется, и вообще сплошная неожиданность приятного характера. Еще. Но здесь кто-то вот-вот работу обретет, работу, либо свое дело освоит. Здесь у человека перед глазами наковальня и молот. То есть это к работе. Заняться работой, работать на работе, да, поступить на новую работу уже перед глазами. Здесь вас либо пригласят на работу, либо вы уже ходили, например, на собеседование, и вы получите вот результат, ответ, да, что мы вас нанимаем, что мы подпишем с вами договор. Ну и также, возможно, это ваше решение каким-то своим действительно делом заняться. Либо начать продавать то, что вы уже там делали, приготовили. Ну вот как сам на себя работать, да? Может, услуги даже какие-то оказывать. Вот уже перед глазами у вас этот молот и наковальня. Женщина с улитки слазит. Но это, скорее всего, про вас, про то, что у вас как-то все очень медленно в жизни было. И казалось, что вы как будто бы на улитке ползаете. Да? Не ездите, не катаетесь, а именно ползаете. Здесь вам кто-то руку подает, помогает с улитки слезть. Либо кто-то станет причиной тому, что ваши события ускоряются, либо кто-то вам глаза откроет, что можно как-то по-другому. Но с правой стороны это очень благополучно для вас. Мужчина готов исполнить свою клятву обещания, либо уже начал исполнять свою клятву обещания. Вы все разные. Что пообещал мужчина, в чем поклялся мужчина, вот то и исполнится, либо то он начнет выполнять, исполнять. Здесь четко показано, что он уже действует, либо он уже приступил к тому, чтобы все исполнить. Хорошее событие, и мужчина сдержит слово, и у кого-то даже отыграется, что он перевыполнит свою клятву, перевыполнит свое обещание. Дальше вижу, что с какой-то женщиной вас что-то очень прочно свяжет. Что-то. Сначала вы будете сопротивляться, а потом поймете, что вам это на пользу пойдет. То есть слово может связать, договор, какая-то общая ситуация. Вот с какой-то женщиной вы прям как сестры, да, сестры по радости, либо сестры по несчастью. Вот как-то так мне идет. Вас что-то сильно свяжет, причем свяжет на всю жизнь. Мужчину с женщиной свяжет и женщину с женщиной свяжет. Говорят, что эта женщина, она только внешне колючая и, строптивая, да, а внутри она очень добрая, справедливая и нежная. То есть не суди по внешним признакам, загляни глубже. То, что вы в связке с этой женщиной окажетесь, это все-таки благо для вас. Не минус, но плюс. И еще приятные новости от детей, либо о детях. Что-то хорошее с детьми с вашими связано. Приятные новости. Не могу сказать, что вы все слишком разные, но вот это с детьми связано. И это прям приятно. Вы слушаете, вам нравится. Либо вы видите и вы радуетесь. Вот опять же с детьми. Дальше, мои хорошие. Вижу, что вы о чем-то забывать станете.
либо что-то вас перестанет волновать. Сейчас вам из-за этого тревожно и больно, но вы скоро начнете это забывать и абсолютно равнодушны к этому станете. Может быть, какое-то воспоминание, может быть, какая-то обида, может быть, еще что-то. Но вот вижу, что прям полегче станет. По птице получите послание, которое вас очень сильно удивит. Послание — это может быть и письмо, и смс, и какое-то сообщение в соцсетях. Но вот что-то вы получаете и несколько раз будете перечитывать, потому что сложно будет в это поверить. То есть не думали и не ждали. И тут на тебе, пожалуйста, такое вам послание. Приятное, неожиданное, но приятное. Близкий человек, но кто-то вот из друзей, может быть, родственников. Вижу, что на какую-то жертву пойдет ради вас, либо ради вашего дела. И это будет настолько очевидно, вы аж растрогаетесь из-за этого, скажете: ой, для меня никто ничего такого не делал. А я вижу, что человек делает и не думает. Не думает, потому что вы ему важны, либо ей важны. И вот именно желание вам помочь, желание вас поддержать. Человек в вас очень верит и хочет, чтобы у вас все было хорошо. Поэтому идет на какую-то жертву. Я еще вижу, что вот-вот вас ждет какое-то преображение. Причем у одних отыграется внешнее, а у других внешне-внутреннее. То есть будете преображаться, меняться, трансформироваться. Но явно будут улучшения, не ухудшения, а наоборот улучшения. И вижу, что вам это очень пойдет, и вы в новом этом качестве, в новом виде, форме прям себя очень комфортно будете ощущать. Да, может быть, вы сейчас усиленно худеете и комплексуете из-за своего внешнего вида. То есть, когда вам удастся скинуть эти ненавистные килограммы, вы себе позволите себя рассмотреть в зеркале и поймете, что вы очень хороши. Перестанете зажиматься, комплексовать, сомневаться в себе. Да? Вот как раскрепоститесь. На благо вам пойдет. Дальше. Песочные часы неумолимые. Здесь время у кого-то выходит, либо на исходе время. Плохой человек время теряет, либо дни, часы плохого человека сочтены. Кому-то будет плохо, либо плохой человек за свои поступки, проступки отвечать будет. Тут уже как бы отсчет на минуты, скорее всего, пошел. Странным образом у кого-то исполнится желание либо мечта. Ну, либо кто-то угадает вашу мечту и желание и исполнит ее, либо не успеете вы подумать, и буквально там в течение очень короткого срока, да, без всяких ваших действий, то, о чем вы думали, мечтали, оно исполнится. Это вам знак свыше о том, что небеса вас и видят, и слышат. И то, что небеса вам помогают. Не бойтесь загадывать, не бойтесь мечтать. Вы хороший человек, и небеса для вас открыты. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.